В МВД Беларуси создали базу данных участников акций протеста. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купчиня. Кто может попасть в вот этот так называемый реестр МВД? Что это означает? Чем это грозит для белорусов? Скорее всего, речь идет о тех, кто задерживался и потом привлекался к суду по статье 23-34 Административного кодекса Республики Беларусь. К сожалению, таких людей уже порядка 30 тысяч, даже больше по разным подсчетам. И, наверное, ничего нового нет в создании такой базы, так как учет административных преступлений, он ведется и так. За последние 10 лет есть досье, наверное, на каждого гражданина, кто даже там переходил дорогу в неположенном месте, был оштрафован, все это заносится в личное дело. И поэтому тут силовики не сделали ничего нового, что могло бы как-то повлиять на ситуацию. Ну вот все же вот такие репрессивные меры, которые они предпринимают, они пугают сегодня белорусский народ, в частности тех белорусов, которые выходят на протестные акции? Судя по тому, что люди продолжают выходить, и выходить массово не только в столице, но даже в самых маленьких городах, это не пугает людей, потому что дальше бояться нечего. То есть тут скорее людей пугает перспектива остаться с этим режимом, который систематически нарушает права человека, где не действуют у нас никакие правовые механизмы, где человека могут безнаказанно убить или покалечить, и уголовные дела по этих фактах не возбуждаются. Поэтому люди будут продолжать протестовать до момента наступления перемен в Беларуси. А какое количество людей сейчас выходят на улицы и насколько сильно они отличаются от того количества, к примеру, которое выходило 2-3 месяца назад? Теперь тяжело сравнить это чисто визуально, потому что 2-3 месяца назад была другая тактика. Это массовый выход в центр города, скопление в одном месте, и по фотографиям можно было оценить. Сейчас это распределенный протест по кварталам, дворам, улицам по всей Беларуси. Но опять есть такая платформа «Голос», которая объединяет где-то порядка 1 300 000 белорусов. Это электронная система учета. И каждый может оставить информацию, анонимно участвовал он или нет. И вот события последних выходных, где-то порядка 120 000 заявило, что они участвовали в протестах, выходили на улицы. Мы видим и продолжаем видеть и видели, как представители правоохранительных структур Беларуси оказывают всяческое давление на протестующих, избивают, сажают, используют светошумовые гранаты, пугают и так далее. Вот были ли прецеденты за весь этот период, что представители правоохранительных структур отказывались уже идти против своего народа и, возможно, даже переходили на сторону протестующих? Вот такое было или же все-таки они преданные своей присяге Александру Лукашенко? Такое явление есть, но оно не носит пока массовый характер. То есть тут невозможно говорить, что целое подразделение переходят или складывают вот это оружие, орудие пыток, дубинки. Но единичные случаи, которые тоже в сумме дают достаточно внушительную картину, это сотни людей, которые уволились и в первые дни с правоохранительных органов, и такие люди продолжают увольняться, потому что это личный выбор каждого, соучаствовать в преступлениях или все-таки покинуть эту систему, которая сейчас абсолютно, ее невозможно назвать правоохранительной, это скорее какие-то карательные отряды.